беседы, разговоры, доклады, выступления. По итогам вот мы приняли резолюцию вчера, сегодняшний проект. И сегодня мы проводим заседание Демократического конгресса народов России, который состоялся, первый учредительный съезд, который состоялся ровно год назад, в мае месяце, с участием многих здесь присутствующих. Максим Леонардович, Иван Иванович Шамаев, Бояр Искандер. И много мероприятий проведено, но в таком составе расширенном мы собираемся второй раз. Надо отметить, что здесь есть представители Башкортостана, приехали из Якутии, Дагестан, Удмуртия, представители лезгинского народа, балкарцы, чуваши, черкесы, татары, крымские татары. И я думаю, что носители русского языка для реализации своих целей и задач по превращению территории бывшего Советского Союза и Российской Федерации конкретно в территорию действия своего рода транснациональной корпорации, которая состоит из чиновников и которым, конечно же, все равно, какой национальности они принадлежат большинству людей и в каком там мирах они живут, потому что все они живут только в мире чистогана и в мире дьявола, по большому счету, где гордыня и золото являются единственными критериями. Но они используют, как использовала царская власть, большинство, сознание большинства, язык большинства русских для установления политической системы, которая соответствовала бы их интересам. С этой точки зрения мы считаем, что развитие борьбы народов за языковые права, культурные права, да и, что греха таить, порой и за территориальные права, потому что идет речь о упразднении субъектов, которые являются, на мой взгляд, в какой-то мере частичным воплощением исторических надежд и чаяний народов России. И превращение всей России в такую территорию корпоративную, разбитую просто на территориально-промышленные округа, где люди будут жить и селиться не потому, что это их земля, которую их предки оставили, потому что так выгодно каким-нибудь нефтяным, газовым или иным корпорациям. Поэтому мне кажется, что мы должны все-таки этому противодействовать, но это как бы первая часть сопротивления. Но всегда, когда ты чему-то сопротивляешься, надо предлагать и конструктивное, позитивное видение будущего. Здесь я полагаю, что развитие языков и защита прав народов России – это прежде всего развитие демократических процессов. Демократия – это не абстрактная какая-то система представительства, где кто-то кого-то покупает, каких-то там депутатов, какие-то партии, которые являются бизнес-проектами. Демократия у каждого народа, у каждой нации является уникальной. Ее главный смысл в том, чтобы обеспечить мнение большинства людей не искаженным, доходящим до тех, кто принимает политические решения, до тех, кто берет на себя ответственность за политическое развитие государства или нации или народа. Мы прекрасно понимаем, что чиновничья каста ничего такого не собирается учитывать никакое мнение. Они живут в совершенно ином измерении, они вернулись к ситуации дореволюционной России до 1917 года, когда было два народа. Народ господ и народ всех остальных. И именно эта ситуация и привела к трагическим событиям революции 5 года и 17 года, которые закончились катастрофой для правящей верхушки и огромными жертвами, потерями для большинства. Я совершенно не являюсь сторонником сохранения консервативного статус-кво. Давайте ничего не будем менять. Царь тоже ничего не хотел менять. В итоге царь вместе со своей семьей кончил в Ипатьевском подвале. Я считаю, что история должна быть воплощением чаяний, воли и надежд конкретных людей. Люди объединяются в семьи, семьи объединяются в рода, рода объединяются, в конце концов, осознают себя как народы.
Поэтому народа, тем более, что об этом сказано и в Священном Коране, мы сотворили вас племенами и народами, дабы вы познавали друг друга и являются изначальными сущностями, которые дарованы на этой земле. Народы были всегда. Мы знаем из глубочайшей древности, я не знаю, как там у неандертальцев, кроманьонцев, это мы ничего не знаем про это. Там кроме косточек каких-то и камушков, которые находят наши археологи, дай им Бог здоровья. Но как только начинается письменная история человечества, маломальская, хотя бы вот какие-нибудь законы Хаммурапи или еще что-то, шумерские таблички, уже начинаются народы. Уже люди осознают себя через язык, через территорию, через общий миф прошлого, миф о Гильгамеше, допустим, осознавали себя там шумеры, аккадцы, вавилоняне, да? Через общетюркские мифы, как осознают себя тюрки. Я вчера был в Казахстане, мы беседовали как раз с Даригой Нурсултановной Назарбаевой об этом. Очень интересные процессы происходят в казахском народе тоже. Абсолютно не националистически по отношению к другим народам, но, конечно же, казахи являются таким уникальным ядром сегодня формирования независимого свободного тюркского этноса, единственным, наверное, на евразийском пространстве, не считая, наверное, Турцию, да, и в какой-то мере Азербайджан, но это по-настоящему уникальное явление, то, что происходит в Казахстане. Так вот, люди осознают себя через язык, через миф, через образ будущего, как готовит нам власть. Она готовит нам всем, да и русским тоже. Национальное должно уйти в сферу ведомства бывшего Рамазана Абдулатипова, Конгресс народов России, песни, пляски, посиделки. Вот, как говорится, татары, значит, там лицом в простоквашу должны нырять с чак-чаком, да, под хохот приезжающего какого-нибудь очередного президента. Русские должны плясать во что бы то ни стало, там, какие-нибудь хороводы водить, там украинец, до помрачения Гопак должен плясать. Значит, что там дальше еще? Угрофитские народы должны, значит, я не знаю, что там, тоже что-то такое делать. Башкиров, да, в общем, это все можно. А думать о том, а какая у нас была история, а почему так все случилось, а какова роль нашего народа в истории, тут уже, знаете ли, под запретом. А как нам развивать язык? А можно ли нам писать, Наим, здравствуйте, а как нам писать там на языке, мы хотим наших детей учить на языке, мы хотим развивать наш язык современный. Да, это непростая вещь, на мой взгляд. Ничего искусственно не развивается, но все равно тут уже нельзя. Тем более, а как мы хотим готовить кадры, которые пойдут в управленческое сословие, которые обладают национальным сознанием. Не сознанием номенклатурно-чиновничьим, а именно будут защищать интересы своего народа. Это уже полнейший запрет вообще. Мы хотим консолидироваться, объединиться на уровне государства, вот создать Конгресс народов России. Ужас, кошмар, там, беготня, спецоперации. Страшнее ничего нету. Почему? Потому что это противоречит. То, что делаем мы, это идет по установлению человеческому и божескому. Это соответствует тому замыслу, который Господь имел относительно человечества. Народы и племена созданы им. И мы развиваем это. А их замысел превратить все в механистическую корпоративную систему, лишенную национальных черт и поклоняющуюся только одному Богу, Мамоне, золоту, золотому тельцу, то есть сатане. Это принципиальный конфликт, чтобы вы понимали. Это не культурные разногласия и не культурно-исторические какие-то у нас дискуссии ведутся с ними. Это принципиальный вопрос. Защита прав народов – это защита свободы, это защита права на развитие, это защита права на сознание, это защита права на историю. Это вопрос политический. Поэтому будьте готовы к серьезной, длительной, демократической, безусловно, конституционной политической борьбе. Это важно. Недаром в русской революции 5 и 17 годов в революционном движении огромное значение имел национальный вопрос. Он был фундаментальным. Даже вот рабочий вопрос, я считаю, был на втором месте в каком-то смысле. Потому что именно правильная позиция революционных партий относительно национального вопроса, относительно прав народов, считаю, и обеспечила победу в 17-м и последующем годах. Я не могу сказать, что дальше все было
хорошо, многое было очень плохо даже. Но, как говорится, история, она же состоит из проб и ошибок, из движения вперед. Поэтому позитивно, я считаю, в будущем мы должны требовать от государства демократические конституционные требования. Это выражено в проекте сегодня, вот резолюции. Я согласен абсолютно со всеми пунктами. Это языковые проблемы. Мы должны взаимодействовать с руководством субъектов, которые каждый представляет в деле защиты федеративных отношений в нашей стране. Федеративные отношения, которые защитят и национальную буржуазию, и национальную бюрократию от рейдерских захватов, от трагических событий, которые мы видим, когда вот то, что сейчас происходит в Дагестане, это очень важно понимать. Я руками-ногами приветствую аресты дагестанской коррумпированной криминальной элиты, потому что они уничтожили свой народ, ограбили Дагестан, лишили будущего огромное количество молодых людей, отправив их еще в могилу. Потому что они поощряли терроризм, и это знал каждый практически. Они убивали журналистов, и они жили просто, как будто бы только они одни живут на земле. Но сегодня эти правильные, справедливые меры по очищению Дагестана от коррупции, на мой взгляд, используются тоже для рейдерского захвата Дагестана. Дагестаном должны править дагестанцы. Руководство Дагестана, я знаю очень много дагестанцев, достойнейших, аварцев, даргинцев, кумыков, лезгинов, азербайджанцев, не знаю, татов, которые порядочные, честные люди, живут халяльно, или там кошерно, если касается татов, которые не воруют у своих людей, которые просто не могут, им даже вот скажи там залезь в бюджет, они скажут, что ты, брат, астафрулlah, не хочу даже об этом говорить с тобой. Это люди современные, которые знают несколько языков, учились. Они должны быть во власти Дагестана. Они, такие люди, должны, молодое новое поколение национальной интеллигенции, национальных управленцев, которые учились там в Лондоне, не знаю, в Эмиратах, в Москве, в конце концов, где угодно. Новые поколения должны прийти. Поэтому я пока вижу, что это тоже такое как бы под видом борьбы с коррупцией, что правильно происходит на самом деле превращение субъекта, одного из самых важных, интересных национальных субъектов, просто в какое-то приложение к там, технократической корпоративной системе государства. Это ждет и Татарстан, это ждет Башкортостан, это ждет многих. И это может быть и логически соответствовало бы технологическому развитию, но противопоставляя человека и машину, человека и концепцию развития экономики, мы, безусловно, на стороне человека, который обладает языком, фундаментальным способом познания преобразования мира. Это было одно из фундаментальных положений мировоззрения Гейдара Джемаля, между прочим. И обладает ощущением себя как частью целостности и идущей в историю, общности, идущей в историю, частью народа. Поэтому я думаю, что мы сейчас вот обсудим языковой вопрос, да? Да, мы сейчас предложение дать слово Дамиру Мавлавиевичу Исакову. Да. Нашему, я бы сейчас предоставил, да, уважаемому Дамиру Исхакову, потому что если где-то и ведется фундаментальная интеллектуальная работа о федерализме, о путях развития народов, то это Татарстан. Поэтому, пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, меня попросили сделать некоторые выступления по поводу стратегии госнацполитики Российской Федерации. Но вот в качестве введения я хочу сказать, что когда та редакция, которая сейчас функционирует, принималась, Татарстан имел довольно много замечаний. И на определенной стадии наш первый президент Шаймиев сказал, что все наши пожелания приняли. После этого случились события, связанные с языковой политикой. И один мой знакомый рассказывал, когда Шаймиев прогуливался по месту своего жительства, он с ним встретился, и мой знакомый ему задал вопрос: как вы относитесь к тому, что происходит? Шаймиев смог сказать только такую фразу: ну вообще. То есть они вот когда согласились со стратегией национальной политики,
даже не представляли, во что превратится реальная ситуация. И сейчас, когда мы в эту стратегию залезаем и начинаем анализировать, мы видим, что там то, что написано, превратилось в декларации, пропагандистской акции, а реальная политика совершенно другая. И вчера вот по этому поводу мы много беседовали, и сейчас ситуация уже для всех ясна, в принципе. И могу сказать, что татарстанская элита политическая, она вот в этой ситуации не просто промолчала на первой стадии, и сейчас продолжает молчать. Потому что сложилась такая система, когда все нанизаны на вертикаль, и там нет возможности движения ни направо, ни налево. Поэтому они вынуждены реализовать то, что внутренне не принимают. А если спуститься в толщу народа, то отчетливо видно, что люди вообще не принимают вот того, что произошло в национально-культурной сфере. И я могу сказать, что вот происходит весьма любопытный способ сопротивления на самом деле на местах. Я вчера вот начал говорить, люди уходят в исламскую сферу, языковые вопросы тоже туда начинают уходить. И сейчас вам, может быть, покажется смешным, но во многих мечетях Татарстана родной язык преподается на курсах, так как мечети имеют образовательные лицензии, и туда я вот просто вижу, масса татар записывается на изучение родного языка, на мечетные курсы. Это вообще нонсенс. Мы живем в современном обществе, у нас есть образовательная сфера, мы платим налоги. И в стратегии, вот так называемой, про которую я говорю, там написано, что государство должно удовлетворять национально-культурные потребности, в том числе языковые. А в реальной ситуации этого нет. И происходят очень сложные социальные процессы. Я вот только один пример приведу. Это из конкретного района Татарстана. В связи с тем, что на сельское хозяйство пришли крупные корпорации у нас, многие люди оказались не нужны в сельских условиях, им просто работы нет. И они начали массово переселяться в районные центры и в города. А в этих районных центрах татарских школ нет, там русские школы. И сейчас недавно, буквально за последние годы, жившие люди в сельских районах, в сельских деревнях, они смотрят, а ребенку тут учиться негде. И вот они начинают ходить, требуют, чтобы им дали возможность. А им говорят, у нас только русские школы. И родители вынуждены начать собирать подписи, это в условиях Татарстана, имейте в виду, чтобы им дали возможность детские сады иметь на татарском языке, чтобы они в школах могли обучаться. Но вы же понимаете, что это вообще совершенно не умещается в нормальную человеческую голову, вот такая ситуация. До такой степени мы можем дойти. И на самом деле таких проблем очень много. Я вот еще хочу тоже пример привести из моей реальной практики. Вот в этой стратегии есть ряд пунктов, где говорится о том, что Россия беспокоится о своих соотечественниках. Но, может быть, беспокоится, но я могу сказать, что это беспокойство и работа в этом направлении скорее больше касается русских и русскоязычных. Но у нас есть масса людей, которые относятся к другим народам, и они тоже являются нашими соотечественниками. В последние годы я могу сказать, что даже на территории Европы увеличивается число татарской диаспоры. Сейчас там около 100 тысяч татар живет. Это новые переселенцы. У них у всех есть интересы. Среднеазиатская диаспора татарская. И вот я наблюдал весьма любопытную картину несколько лет тому назад, 3 года, по-моему, уже прошло. Казахи, опираясь на Тюркскую академию, решили завести у себя курс школьный «История тюркских народов». И собрались ряд интеллектуалов, чтобы выработать такой курс. Татар тоже пригласили, потому что татарская история, Золотая Орда там и так далее, без этого невозможно составить сводный такой курс тюркской истории. Я присутствовал на 2 заседаниях, но условие было какое? Мы вырабатываем общее понимание этого курса,
Потом в каждом государстве в школах вводят такой курс. Российская Федерация отказалась вести такой курс в школах. И среднеазиатские интеллектуалы, историки говорят, ну, больше мы вас приглашать не будем, потому что вы не сможете себя преподавать. И вот это же вообще безобразие вообще-то. Во-первых, там мы смогли бы для тех татар, которые в Средней Азии, преподавать в том числе и нашу историю. Они там обучаются в казахских, узбекских школах, там такой курс был бы. Во-вторых, разве россиянам помешало бы узнать историю тюрок, с которыми собираются взаимодействовать и реально взаимодействуют? Это же постсоветское пространство, бывшее пространство Российской империи. У нас много очень общего. Всем было бы полезно, но нет. Нет. И вот Россотрудничество, которое должно озаботиться такими вещами, вообще от этого отказывается, а политическая линия такая, что в российских школах этого не должно быть. То есть вот ни о каком реальном сотрудничестве на самом деле речи нет, и мы не можем беспокоиться и что-либо сделать для наших вот диаспор зарубежных. Ну, конечно, республики вот стараются они, кто как может, но даже вот элементарные вещи, это как раз из среднеазиатской практики. Мы посылаем учебники, эти учебники фактически рассматриваются как обычный товар, они облагаются налогом, там лежат месяцами на таможенных службах и вовремя не доходят. То есть вот никакой реальной работы по поводу беспокойства о национальных диаспорах на самом деле нет. Хотя в стратегии все это написано. Поэтому я думаю, что когда мы разговоры вели по поводу сохранения родных языков, на самом деле есть еще один очень серьезный вопрос. Он, конечно, связан вообще с национальным культурным компонентом. Когда вот речь ведется в стратегии о том, что мы должны удовлетворять национальные культурные интересы народов, мы же видим, фактически из школьной системы преподавание национальных историй вытолкнуто. Вот, по Татарстану я могу сказать, мы имеем полный набор учебников, начиная от младших классов до 10 классов. У меня у самого учебника есть для 10 класса по татарской истории. Полный набор есть, но мы преподавать не в состоянии. Когда стандарты образовательные по истории, отечественной истории разрабатывались, мы там активно участвовали и ряд моментов туда включили. Но на самом деле из курса отечественной истории татарскую историю узнать невозможно в целостном виде. И у нас нет возможности через школы создавать общее представление, которое влияет на этническое самосознание. Нет такой возможности. И сейчас, вот это тоже элемент, мы в этом году занимались конкретно, мы вынуждены составлять открытые университеты, которые являются самостоятельной системой образования, и там преподавать курсы татарской истории, масса людей записывается, в том числе и школьники, и студенты, и люди, которые закончили давно обучение, туда ходят. То есть потребность есть, а система не удовлетворяет эти потребности. А в стратегии написано, что все это должно делаться. Вот я сейчас долго уже говорить не буду, но я думаю, что мы должны серьезно критиковать стратегию национальной политики Российской Федерации. Потому что она, во-первых, не учитывает наши интересы. Во-вторых, что самое страшное, многие вещи остаются декларациями, а реально политика совершенно другая ведется. Тогда мы зачем принимаем такие стратегии, если политика выстраивается по-другому? И я думаю, что в дальнейшем мы будем вести разговор о том, что стратегию госнацполитики Российской Федерации необходимо изменить и делать ее реальной стратегией, а не номинальной, которой декларациями занимается. И я думаю, что вот Демконгресс должен на этот вопрос обратить серьезное внимание и критиковать, и предлагать ходы и выходы вот из этой ситуации. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я участвовал в создании этой стратегии. Я был единственный, кто выступил против тезиса об особой роли русского народа. Авторами этого тезиса явились Тишков, Зорин и Михайлов. Продвигал его там казачий, есть у нас этот самый в Совете был, как его,
Ну, не помню. Советник, да? Ну, в общем, они там все там русские. Меня поразила тогда позиция и нашего татарского депутата, значит, от «Единой России», который входил в Совет. Гельмудинова, который сидел так и так вот прятал лицо, помалкивал. Значит, чеченского этого из РКК нет. Паскачева тоже. Причем заочно, когда я выступил с открытым письмом к академику Тишкову, то было распространено в прессе, в том числе, что это недопустимая вещь, что это неправильно, это ошибка. Но за кулисами ко мне подходили, говорили: Максим, как ты прав, пожимали руку, да. Ну так внешне нет, это все, это и Зорин, и все остальные, и Михайлов. Просто потом приняли это, и это сейчас уже стало местом. Инициатором вообще это был Затулин, который давил на это. Собственно, это было одним из моих мотивов выхода из Совета по межнациональным отношениям. Я не хотел быть причастным к этой политике, которая, на мой взгляд, является шовинистической, имперской. У Тишкова очень ясная позиция. Он когда-то сказал: мы не допустим никакого государства дружбы Союза народов. Союза народов не будет. Ну вот это их политическая позиция. Мы стоим за союз народов. Значит, мы будем бороться за свои взгляды и за свое будущее. Я хотел бы сейчас предоставить слово сокоординатору Демократического конгресса народов России, представителю замечательной республики Якутия, Саха-Якутия, Ивану Ивановичу Шамаеву. Пожалуйста. Так, добрый день. Еще, значит, я хотел спросить, это как бы вот первая часть или уже вторая часть? Первая часть. Первая часть у нас. Так, тогда я просто подведу итоги, как было сказано, да, круглого стола, который вчера проходил. Ну, тут, значит, подробно, видимо, не надо говорить, потому что многие уже присутствовали, участвовали на этих дебатах, и просто я скажу свое как бы отношение, то, что, ну, с одной стороны, конечно, получилось не все, что мы хотели, мы планировали, так ведь, да? Значит, не подошли, не смогли подойти многие приглашенные, так сказать, вот, выступающие, так, участники. Но, с другой стороны, просто это время тоже такое. В эти дни, по-моему, вот все конференции, все всякие круглые столы и встречи, совещания, они назначены сегодня, так? Вот, например, должен был участвовать Рыжков, а его пригласил Батько. И он, значит, сегодня там у них заседание в Украине. Ой, в смысле, в Белоруссии. Так. Рыжков, Вот. какой Рыжков? Владимир Александрович. Вот. Ну, он, значит, через помощника выражал свое горячее желание участвовать. Так, ну, значит, тем не менее, у нас вчерашний круглый стол, считаю, состоялся. И мы что отметили? Значит, отметили, что надо расширять. Так, надо расширять, чтобы у нас, значит, побольше разных, так сказать, направлений, всяких разных специалистов участвовало по экономике, по межрегиональной экономике, так, ну, политиков, политологов, вот. И вчера же было, значит, была высказана идея, эту идею высказали, по-моему, значит, башкирская сторона, что надо на основе Демократического конгресса народов России надо создавать партию, которая, значит, должна отстаивать интересы республик, регионов. Думаю, что вот сегодня мы об этом тоже будем говорить более подробно и, ну, конкретно так. Ну вот, значит, то есть мое субъективное мнение, то, что вот то, что было вчера, это считаю, что круглый стол состоялся. Спасибо. Спасибо вам огромное. Представляю слово сокоординатору Демократического конгресса народов России, представителю организации финно-угорских народов МАФУН Артему Малых. Языковая инициатива. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Спасибо Максиму. Всем добрый день. Хайрле Теле, Шумбрачи,
Здесь Буреш. Поровер. Я расскажу, сделаю такой небольшой доклад о... У нас сегодня тема нашей сегодняшней конференции. Мы в первую очередь хотели фокусировать внимание на языковой проблематике. Та тема, которая нас всех объединила в прошлом году и заставила нас как бы активнее взяться за работу. Я расскажу о том, сделаю такой обзор инициатив, которые существуют на низовом уровне, что делает общество, представители народов России, когда государство от своих обязательств по большому счету отказывается. Ну, начать бы я хотел с такой небольшой прелюдии. Мне кажется, нам всем нужно понимать, что языки народов России очень разные и находятся в разных языковых ситуациях. И по большому счету можно выделить, вот я бы выделил, наверное, 6 групп языков. И для этих разных групп будут адекватные разные подходы по тому, как с этими языками работать, какие меры нужны для того, чтобы укрепить их положение, развить эти языки или же наоборот спасти их от грядущей скорой смерти. Я опирался на, есть такая теория Джошуа Фишмана, это такой, к сожалению, не так давно умерший американский специалист, он один из теоретиков такой проблематики, как языковой сдвиг. Ну, языковой сдвиг — это такая ситуация, когда родной язык какого-то одного сообщества заменяется другим языком, обычно языком большинства. Вот. И этот Джошуа Фишман, он, значит, такую разработал модель ступенчатого разрыва межпоколенческой передачи языка. То есть он говорит, что самое главное для характеристики языковой ситуации — это то, насколько хорошо работает передача языка между поколениями его носителей, то есть от бабушки к матери, от матери к ребенку, там, и к следующим поколениям. Вот. И у него там 8 стадий описаны. Мне кажется, что я вам кратко охарактеризую, что вот 8-я это самая плохая, когда на языке говорят только несколько стариков отдельных. Вот. Ну, первое — это самое хорошее, условно говоря, вот там на первой стадии находится там русский язык, испанский язык, когда на этом языке существует, язык представлен в разных сферах жизни, на нем существует там развитая терминология, развитая письменная традиция, язык используется в современных технологиях и так далее. Вот наши языки, ну, скажем, остальные языки, кроме русского, языки народов России, вот, логично между 8-й и 5-й стадиями располагать. Вот 8-я стадия, это я вам просто несколько таких характеристик приведу. Когда говорят несколько стариков, ну, например, водский язык можно отнести вот к этой стадии. Здесь, вот что описывали лингвисты, тут самое важное, что на этой стадии нужно делать, это документировать язык и создавать какие-то курсы языка для, ну, хотя бы, чтобы передать язык, если не детям, то хотя бы людям среднего поколения, чтобы они хотя бы как-то ориентировались в этом языке. 7-я стадия — это когда язык используют в межличностном общении, но только старики между собой. То есть не когда есть несколько отдельных носителей, там 3-5 человек, а когда их больше, и они между собой общаются на этом языке, но уже их дети этим языком не владеют. И я думаю, что там селькупский язык, язык кетов, юкагиров, по большому счету уже и вепский язык, они находятся вот на этой стадии. И ну, для этой стадии релевантно делать какие-то курсы этого языка для более молодых поколений и создавать такие живые сообщества, кружки по использованию языка, создавать какие-то соседские ассоциации, где бы люди могли встречаться и вот что-то делать на этом языке. 6-я стадия — это когда язык используется всеми 3 поколениями в неформальном общении, то есть там бабушками, родителями и детьми. И, наверное, большинство вот языков, ну, это такая относительно неплохая стадия. Я бы сказал, что, например, там макшанский язык или эрзианский язык на этой стадии. Татарский язык вне Татарстана, мне кажется, тоже на этой стадии находится. Вот. И здесь самое важное — это делать так, чтобы люди выходили в общественную сферу и начинали использовать этот язык помимо своего дома и помимо общения с друзьями. Очень важно, чтобы люди как бы визуализировали присутствие этого языка. Вот. И 5-я стадия, когда носители владеют грамотностью на своем языке. Ну, наверное, сюда можно отнести там татарский язык, марийский, удмуртский, бурятский, якутский. Вот. И здесь самое важное — это, ну, не утратить вот эту основу в виде школьного образования,
и расширять возможности использования этого языка в таких сферах, где он используется как письменный язык, СМИ, литература и так далее. Ну и дальше там уже более благополучные стадии. Возможно, там татарский язык можно к 4-й стадии отнести, когда язык присутствует в системе школьного образования. Но последние вот изменения на федеральном уровне, они к чему приводят? К тому, что изменения вот такие, когда лишается язык поддержки на уровне системы образования, приводят к тому, что языки лишаются какой-то системной основы своего воспроизводства. И тогда очень легко можно скатиться с 4-й, 5-й стадии обратно на 6-ю, 7-ю, а в более длительной перспективе и на 8-ю стадию. К чему я это говорю? Что мы сейчас в такой несколько парадоксальной ситуации находимся, когда даже очень, скажем так, развитые языки с развитой литературной традицией, языки, которые шире других представлены в разных сферах, функциональных сферах жизни общества, например, татарский язык, или башкирский язык, или якутский, из-за того, что сейчас государство фактически минимизировало свое участие в системе школьного образования, школьной поддержки этих языков, это приводит к тому, что у нас количество людей, которые способны использовать татарский язык на вот том уровне высоких носителей, для того, чтобы читать научную литературу на татарском языке, или там читать даже прессу на татарском языке, у нас количество этих людей будет все больше сокращаться. И у нас мы окажемся в ситуации, когда татарский язык функционально развит до такой степени, что на нем можно выпускать учебники по истории и химии, но число тех, кто может этими учебниками воспользоваться, окажется крайне незначительным. И за исключением нескольких республик Кавказа, Татарстана, Башкортостана и Якутии, в целом можно утверждать, что языки сейчас у нас существуют уже вне системы государственных институтов. И есть либо какая-то поддержка языков на минимальном уровне, то есть языки присутствуют в школьном образовании, либо, наверное, даже корректнее сказать, что у нас осталось только право на изучение родного языка. Например, в финно-угорских республиках, например, в Удмуртской республике или в республике Коми, можно сказать, что нет никакой системы поддержки этих языков как государственных языков. И все, что существует фактически, это существует право для коми детей или для удмуртских детей изучать свой коми язык как родной язык и свой удмуртский язык как родной удмуртский язык. Никаких возможностей для того, чтобы изучать и использовать удмуртский язык как второй государственный язык Удмуртии, как язык общества Удмуртской республики, никаких возможностей институциональных не создается. Фактически та реформа, которая год назад была произведена, она привела к тому, что государственные языки лишили их статуса, такого официального статуса в своих республиках и приравняв их просто к родным языкам соответствующих народов. Если год назад еще татарский декларировали и пытались вести политику, что татарский наравне с русским, это язык межнационального общения в Татарстане, язык делопроизводства, язык органов власти, язык общественной сферы и так далее. Сейчас фактически в отношении татарского языка была произведена операция, когда его просто уравняли просто только с языком татарского народа. Соответственно, хотя была политика и было отношение такое со стороны даже не татар в Татарстане, что люди принимали, что татарский язык – это язык общественной сферы в Татарстане наравне с русским. Могу это сказать от лица удмуртов Татарстана, знаю, что аналогичное отношение у чувашской общины Татарстана, ирзян Татарстана. То есть все понимали, что такой какой-то трехступенчатая система, которую мы вчера обсуждали, такая трехступенчатая модель, когда вы изучаете свой родной язык национальный, вы изучаете русский язык как язык Российской Федерации, вы изучаете государственный язык данной республики, что она является оптимальной, и она является такой очень гармоничной и здравой. К сожалению, от этой модели отказались. И фактически это закрепило такую функциональную дифференциацию языков, когда родной язык остается языком личного общения, иногда развлечения в данной национальной культуре, а русский язык становится языком получения деловой информации, языком познания, языком образования. И, соответственно, даже когда существуют возможности читать научную литературу на татарском языке,
при отсутствии школы как важнейшего института передачи языка, эти возможности там все будет использовать все меньшее количество людей. И в такой ситуации, конечно, поддержка языков остается на плечах активистов общественных. Ну, можно сказать, что активисты ведут разнообразную работу в разных форматах. Конечно, деятельность эта в большинстве случаев лишена какой-то системности и зачастую производится из таких ситуативных условий, ситуативных возможностей тех отдельных исполнителей, которые этим занимаются. Вот. Многие форматы заимствуются просто по аналогии из того, как они существуют в русскоязычном пространстве. Зачастую это не критически делается. Ну вот некоторые форматы я освещу. Там появляются и существуют разговорные клубы. Оказывается, что даже для большого языка, такого как татарский, в условиях дисперсного проживания народа очень важно встречаться, собираться и практиковать там речь на татарском языке. Но для вепсов, например, разговорный клуб – это вообще одна из немногих возможностей как-то попрактиковать язык, потому что носителей уже так мало, концентрированной национальной среды практически нет. Если ты хочешь с кем-то поговорить по-вепски, кроме своей мамы там, и ребенка, надо, значит, идти в клуб, который собирается там, условно раз в неделю, и там говорить по-вепски. Родительские объединения, ну это вот то, что сейчас активно делается в Татарстане, Башкортостане, чуваши делали, начали создавать аналогичную ассоциацию. В Удмуртии был опыт, когда с одной стороны родители объединяются для того, чтобы в юридической плоскости отстаивать свои права, ну и права своих детей на изучение родного языка. С другой стороны, когда создается, вот как я прежде говорил, такая концентрированная национальная языковая среда, в Удмуртии, в Ижевске есть проблема в том, чтобы дети, которые говорят по-удмуртски, чтобы они общались в среде своих сверстников на удмуртском языке. Выйдя на детскую площадку, шанс встретить удмуртскоговорящего сверстника очень мало. Чтобы у ребенка было ощущение, что удмуртский это не только язык его родителей, вот, а язык реально общества, то вот нужно создавать, и вот активисты создают такие специальные среды. Ведется работа по созданию разного рода приложений, электронных решений для языков. И мне кажется, здесь татары достаточно в этом активны, башкиры, буряты, финно-угры, там, мари, удмурты, коми. Слава богу, есть вот такой опыт. Мне кажется, здесь есть большой потенциал такого объединения усилий, координации работы, чтобы затем обращаться в Министерство цифровых коммуникаций, чтобы обращаться в ведущие российские технологические компании, международные технологические компании, потому что есть много вопросов инфраструктурного характера, которые единично активистам на своем уровне не решить. Есть проблемы с тем, что очень много символов из письменности языков народов России не представлены в Юникоде. Раз они не представлены в Юникоде, они отсутствуют в интернет-пространстве, в цифровом пространстве. Без поддержки государства или таких технологических грантов эти проблемы решить невозможно. Есть сообщество википедистов, тоже очень интересный опыт, когда люди снизу создают и делают ту работу, которую не знаю, для русского языка там делали в начале 20 века всякие гранды типа Брагауза и Фрона, создавали такие глобальные энциклопедии. Вот в условиях, когда национальные институты языка и литературы не могут этим заниматься, не занимаются там, в силу нехватки финансирования и так далее, по сути, вот такой работой снизу занимаются люди, добровольно объединяясь в сообществе википедистов, и делают замах на то, чтобы их язык использовался в более высокой сфере, чем просто межличностное общение, бытовое общение. Создают прецеденты. Есть практика, мне кажется, тоже очень важная в свете того, что языки очень важно выводить в такую сферу общественного использования, проведения разного рода коллективных игр на национальных языках, в популярных форматах типа квизов и так квизов и так далее. Для Удмуртии, например, очень важно, удмуртская – это один из способов кристаллизации удмуртскоязычного сообщества в Ижевске, в столице республики. Регулярно проводятся мероприятия, когда люди играют в формат игры там, «Что, где, когда», делают это на удмуртском языке.
Да, это может звучать как бы это сказать, не очень, далеко от уровня Илона Маска и каких-то других прорывных достижений, но действительно положение языков настолько проблемное и тяжелое, что вот такого рода вещи, как то, что люди собираются и проводят игру на национальном языке, сейчас становится очень важным усилием, очень важным вкладом в поддержание жизнеспособности языков. Диктанты на национальных языках, здесь традиция вообще в целом заимствована, просто скопирована с тотального диктанта, который на русском языке проводится. Мне кажется, вот в нашем формирующемся сообществе надо обсуждать какую-то применимость, уместность этой практики. Мне кажется, что наверное, целесообразнее не диктант проводить, например, а изложение или какой-то другой способ, когда важнее проверять не то, как люди пишут на этом языке, правильно ли они орфографически пишут или нет. Важнее сейчас уже тестировать вообще, им поощрять способность людей выражаться на своем родном языке. То есть надо проверять не то, как они с ошибкой или без ошибок пишут, а то, даже не то, что проверять, а просто за счет этого стимулировать людей на более сложные сценарии использования языка. Одна из причин того, почему так пагубно отсутствие полноценного преподавания национальных языков в школе, это то, что люди, особенно если они не получали образование на своем языке, они в большинстве случаев не способны выйти на более высокий уровень владения своим родным языком. Например, чтобы написать статью или чтобы написать научный доклад. То есть уровень владения остается таким, который достаточно только для того, чтобы вести такие бытовые разговоры. Для того, чтобы написать научный доклад, реферат или быть способным прочитать статью об истории своего народа, нужен уровень другой, который, к сожалению, школа не дает. И ряд других инициатив, типа переводов контента, создание научно-популярного контента. Здесь очень татары преуспели, они переводят Лао Цзы, они переводят Гарри Поттера на татарский язык, они проводят такие научно-популярные мероприятия, когда рассказывают о проблемах физики или онкологических заболеваниях на татарском языке. Мне кажется, это очень важно и показывает потенциал татарского языка, других языков, на которых это делается, что в действительности нет никаких проблем в том, чтобы вот это современное актуальное содержание выражать на своих родных языках. Но нужно создавать практику, нужно создавать прецеденты, нужно это репетировать и тренировать. На чем бы я хотел закончить, в силу того, что время мое завершается. Мне кажется, есть ряд таких проблемных вопросов, концептуальных, которые нужно обсуждать, думать над которыми, для которых нужно какие-то находить решения. Нужно задаваться вопросом в своей деятельности такой языковой активистской, на кого нам делать ставку. Нам делать ставку на то, чтобы попытаться создать новых носителей языка, или нам нужно попытаться улучшить компетенции уже действующих носителей языка. В текущей системе образования, на мой взгляд, шансы создать с нуля новых носителей языка очень малы. Если у ребенка, если родители с ребенком не говорят на этом языке дома, и если он для него не является родным, если они полноценно его не используют, шанс того, что ребенок выучит в текущих условиях этот язык с нуля, очень, очень малы. Нужна какая-то невероятная мотивация и каким-то очень сложным образом устроенная среда вокруг, которая бы постоянно его поддерживала, побуждала использовать этот язык. Поэтому, с одной стороны, начинания очень благие, что нужно те, кто не знает чувашский язык, обучать чувашскому языку, те, кто не знает удмуртский язык, обучать удмуртскому языку. В действительности, с текущим объемом ресурсов, эта деятельность пока, мне кажется, очень малоэффективна. Да? Может быть, нужно думать о том, как нам как-то приоритеты расставлять так, чтобы хотя бы то ядро имеющееся не потерять. Как нам увеличить спрос на потребление контента на национальных языках? Как я говорил, в силу того, что отсутствует школьное образование полноценное на национальных языках, у людей просто не формируется привычка использовать свой язык для того, чтобы получать информацию о современном мире, о том, чтобы читать новости на татарском языке, о коллизиях правовых вокруг Трампа, хотя они пишут эти новости.
родному языку детей приходится фактически обучать как иностранному языку, это тоже проблема и вопрос того, как нужно адаптировать, изменять методики. Ну и последний пункт, что очень многие национальные проекты, они оцениваются и делаются с какой-то внешней перспективы. Ну что я имею в виду? Условно говоря, если какой-то формат считается в более широкой среде, там, русскоязычной, российской или мировой, считается приемлемым, классным, актуальным, многие активисты в первую очередь стремятся делать это, не задаваясь вопросом о том, насколько это для нашей ситуации уместно, релевантно и так далее. Вот. Ну и вообще в целом, наверное, для поколения 20-30 лет сейчас такой доминирует внешний взгляд на проблемы своего языка, своего народа, когда ты в первую очередь смотришь на положение своего языка извне, а не изнутри. И поэтому очень часто перенимаешь взгляды в отношении твоего языка, внешние, и с ними работаешь. Вот. А не изнутри своего языка. Поэтому мы сейчас на самом деле находимся на стадии, когда нам нужно заново обосновать, что люди имеют право на свой родной язык. Нет ничего зазорного в том, чтобы использовать свой родной язык. Сейчас скорее доминирует установка, что в первую очередь должен быть язык общества, английский язык, а твой язык это что-то третьестепенное, когда желательно поменьше людей это видит, с этим соприкасается. Вот, все, на этом мой доклад завершен. Спасибо. Какие-то положения этого в резолюции обозначены, в проекте резолюции. Спасибо. Спасибо большое. Замечательный доклад. Я хотел бы сейчас с большим удовольствием предоставить слово одному из лидеров башкирского народа, представителю общественной организации «Башкорт» Фанзилю Ахмершину, за которого мы так переживали, который во время суда нас просил за него не переживать, подчиниться воле Всевышнего, что мы и сделали. И теперь видим Фазиля здесь в добром здравии, надеюсь. Мы еще рады, Фазиль. Бисмилля, альхамдулилля. Всех приветствую, мира всем. Во-первых, давно ждал этой встречи, уже лет 7, потому что не всем известно, наверное, просто-напросто вчера здесь, со вчерашнего дня на 50% у нас обновился состав, поэтому хочу поблагодарить вас, Максим Леонидович и Руслана Айсина, когда вы в тяжелое для меня время поддержали, и это стало очень большим событием для всего нашего народа. И когда они увидели поддержку не только наших ребят, молодежи, а поддержку с Москвы, с Татарстана, это было очень приятным для нашего народа. И это было очень, они очень признательны. Эти ваши выступления в защиту, они разошлись по всей нашей республике, перепосты, и до сих пор смотрят, до сих пор они очень горды, что вы поддержали, и я очень рад и очень признателен вам. И огромное спасибо от всего нашего народа. И ребята сегодня, когда узнали, что вы будете на встрече, они передали вам огромные слова благодарности, что вы выступаете в защиту мусульман, в защиту народов, в защиту федерации, и они, они даже отправили запись, мы вам дадим потом послушать, и Руслану, и вам огромные слова признательности. Спасибо. Что бы я хотел сказать в продолжение вашего выступления? Мы недавно отметили 100 лет со дня, мы считаем, что это не со дня создания, а со дня признания Советами Республики Башкортостан. Республика Башкортостан была создана намного ранее активом. Тогда они были тоже молодые ребята, они создали республику, смогли тогда без WhatsApp, без социальных сетей, без собраться в Оренбурге, объявить республику, первую республику в составе в тогдашнем постимперском. Почему она была создана? Потому что империя не удовлетворяла нужды башкирского народа. Не только языковые, но и экономические, социальные, все нужды она не удовлетворяла. И когда создали первую республику, создали же не просто, там язык по комитету, создали министерство, даже создали свою армию.
И вот эта армия стала ключевым переход из именно от белых к красным, переход именно башкирской армии в Уфе, да, на территории республики стало ключевым моментом, когда белая армия начала терпеть поражение. И в конце она ушла в Омск, и они перешли там, да, даже там несколько частей были, да, башкирские, мусульманские, они остались даже в Японии. То есть это вот это, да, удовлетворение потребностей национальных, оно стало каким-то фактором создания советской России. То есть если сегодня пренебрегать потребностями народов, оно в определенный момент может сыграть очень плохо для этой же страны. Поэтому удовлетворение нужд народов в этой стране, многонациональной России, оно является ключевым фактором стабильности этой страны. Я даже помню в 90-е годы, когда здесь происходили бурные события во время так называемого ГКЧП, да, у нас в республике было все спокойно. Почему? Потому что была суверенная республика. Наши потребности были удовлетворены как в экономике, так и в социальных сферах, так и также в языковых сферах. И поэтому то, что здесь творилось, для нас было каким-то вот, ну, неинтересным событием. Мы просто смотрели как на это, как сторонние наблюдатели. Вот и сейчас, то есть для нас не было важно, да, советская, там, еще какая-то, для нас было важно, чтобы наши потребности были удовлетворены. И сейчас, после этого был период такой стабильности, и все общественные организации, которые поднялись на волне 90-х годов, мы встречались, разговаривали в разных площадках, обсуждали о развитии суверенитета, языка, экономики, культуры и все остальное. И потом в какой-то определенный момент мы посчитали, что мы удовлетворены всем этим. И все общественные организации пошли на убыль. Авторитет этих организаций потихоньку угас. Они стали так малочисленны, что на них перестали обращать внимание. А государства создали рядом с собой такие ручные общественные организации, национальные организации, которые уже не занимались потребностями, не удовлетворяли, не отвечали чаяниям народа. И они тоже потихоньку потеряли авторитет у народа. И случилось то, что случилось. И увидев это, мы пришли к тому, что, да, вот к чему мы пришли, что сейчас язык потихоньку у нас забирают, экономику у нас с республик забирают, мы становимся такими же обычными субъектами в Российской Федерации. И это привело к тому, что народ потихоньку начал подниматься, потихоньку начал опять активизироваться. Если посмотреть после того, как подняли вопрос о языке, вот у нас в группе было где-то человек, ну, менее 20 тысяч. Сегодня, после того, как начали мы этим вопросами заниматься языка, да, и после митинга, который был в Уфе, за защиту языка, прибавилось более 30 тысяч в группе. То есть эти люди, мы их не добавляем, они сами добавляются, они сами проявляют интерес, они сами начинают активизироваться. И после событий осени этого года, когда у нас в республике произошли определенные события, когда мы начали собирать иины, да, народ сам по себе начал собираться в иины, еще прибавилось 20 тысяч человек. То есть люди потихоньку начинают решать, сами начинают понимать, что они являются властью, они являются именно той силой, которая может решить те вопросы, которые их интересуют. Сейчас у нас идет огромная работа в регионах, в компактном проживании башкирского народа. У нас открываются филиалы заново. У нас, по воле Аллаха, объединяются много молодежи, сами приходят и сами
самоорганизовывается и начинает решать на низшем уровне какие-то не только языковые вопросы, да, они начинают решать вопросы строительства клубов, спортзалов на свои деньги, объединяются, и вот какое-то вот самоуправление на низшем уровне у нас началось в республике. Мы сейчас наблюдаем за этим с удовлетворением, что потихоньку, да, вот перестали ждать от какого-то не только, да, федерального центра, даже от республиканского центра, даже от районного центра. То есть потихоньку власть, она теряет свои какие-то полномочия на местах, и это мы наблюдаем. И поэтому народ берет, вот наша молодежь берет на себя какие-то рычаги управления. То есть она начинает решать вопрос там, по алкоголизации, запрещает продажу, да, как в Якутии, как мы наблюдаем, да, просто-напросто запрещает в сельских советах, в администрациях, там, в административных каких-то регионах продажу спиртного и все остальное. То есть потихоньку развитие общественного движения, общественных организаций, она приводит к тому, что мы опять потихоньку забираем какие-то себе полномочия. Руслан просил рассказывать больше о ИИНах, поэтому расскажу, что с осени у нас в более 20 районах произошли эти ИИНы. Это, Что такое ИИН? ИИН – это сход граждан. То есть народ сам по себе собирается, активисты района собираются и решают, что делать дальше, как нам быть, как быть с карьерами, которые просто-напросто раскапывают, да, это все, что полезно, забирают, а все, что вредно, оставляют. И поэтому там начинают гореть шахты, остаются просто разрушенные там просто-напросто территории, которые где-то добывают золото, да, где-то добывают медь, где-то добывают еще какие-то полезные ископаемые. Или, например, сейчас остро стоит вопрос леса. У нас в республике просто-напросто, когда она принадлежит большим двум компаниям, которые купили за 100 рублей и продают сейчас за 1000, и население не может строить себе дома. И этот вопрос они сейчас решают путем сходов, и я думаю, что эти вопросы будут решаться. Например, то же самое, добыча камней, да, в прошлом году осенью вот этот весь конфликт произошел из-за того, что просто было хищническое разграбление территории, приезжали какие-то бизнесмены, добывали камни и оставляли разрушенные территории. И из-за этого народ похватился и потихоньку, но сейчас в каких-то областях начинает, скажем так, приводить в порядок. Вот. И я думаю, что объединившись в общественные организации, а общественные организации, объединившись в вот такие большие федеральные какие-то, да, вот как сегодня у нас организации, да, а потом если мы перейдем в политическую какую-то партию, мы сможем решить много-много-много вопросов. Поэтому, я думаю, нужно активизировать народ на местах, работать. И работать не только там в вопросе языка, да, это важный вопрос, но работать опять и в социалке. Да, очень, если мы не будем с ними работать в этих направлениях, да, работать опять в сохранении каких-то природных богатств, леса, тогда у нас будет авторитет, тогда они в нас увидят своих защитников, соответственно, они какие-то сейчас, да, вот нашим активистам очень, народ собирается, говорят, вот ты будешь председателем сельского совета, хотим вас видеть в депутатах сельского совета, то есть сельских поселений. Поэтому, когда мы проводим какие-то акции, какие-то полезные дела, народ начинает к нам тянуться, и это очень, скажем так, для нашего движения будет очень большой пользой. И поэтому призываю всех общественников переходить вот от слов к делам, и побольше объединений, и побольше мероприятий. И вчера я уже говорил, должно быть много площадок, где мы могли бы встречаться и дальше разговаривать в разных областях, начиная там от детского отдыха, да, совместного, какого-то этноспорта, этнотуризма и языков и всех остальных, и кончая, да, политическими какими-то делами. Спасибо большое. Можно Хочу одну уточнить реплику Да, просто конечно. перед выступлением? Вот я уже начал говорить, наша политическая элита попала в плохое положение.
Я приведу как конкретный пример. Башкирский коллега, он фактически показывает, что бездействие верхнего уровня власти приводит к тому, что народ начинает сам шевелиться. Вот эта языковая политика, которую наша элита поддержала, на самом деле наложила очень большое отрицательное пятно наложила на элиту. Вот мне рассказывал руководитель ключевого комитета нашего Госсовета Разиль Валяев, что когда они промолчали по языку, некоторые люди подходили ему и плевали в лицо за такую политику. Вот сейчас наступает период выборов, этот человек уже не сможет пойти на выборы, потому что народ уже его оценил. И все наши представители элиты находятся в точно таком же положении. И я вот с удивлением рассматриваю эту ситуацию. Единая Россия, верхушка Российской Федерации политическая, она вот проводит такую политику и подрывает собственные корни властные. Я думаю, что это сумасшедшая политика на самом деле. И народ тут должен действовать самостоятельно в такой ситуации, активизироваться должен. Я вас поддерживаю полностью в этих делах. В известном стихотворении Корнея Чуковского «Волки от испуга кушают друг друга». Пусть кушают, я считаю, что так. Я, Фанзиль, когда хочу уточнить, вы говорили про политическую партию? Да, мы вчера здесь обсуждали, и была выдвинута нами идея, что Демконгресс как-то должен перерасти в политическую партию. Я целиком и полностью поддерживаю эту идею. Это непростая только задача, понимаете, будут препятствия. Это очень важная мысль, которую надо будет обсудить очень подробно и детально, технологически. Добавлю выступление. Меня зовут Руслан Габбас, кто не знает, тоже с организации Башкорт. Хотел вот добавить, вот не все сказал Фанзиль Ахмедшин по поводу вот, народного самоуправления, скажем так. Действительно, вот эта инициатива, которая исходит из народа, она очень важна. Вот даже если взять по языковым вопросам, у нашей организации Башкорт был такой момент, вот, допустим, хотим поделиться опытом, что в одной деревне мы открыли башкирский садик, то есть это новая деревня построилась под городом Уфой, то есть туда приехало очень много народу, очень много башкир там было, а садика башкирского не было. То есть вот мы, собирая подписи, просто взяли инициативу в руки, что в садик есть 80% населения башкир в этой деревне, но садик русский, то есть а есть запрос на башкирский садик. Соответственно, мы взяли инициативу в руки, обошли народ, собрали подписи. И уже с этими живыми подписями, когда пришли в Министерство образования, то есть им уже деваться некуда было. Они пошли навстречу, скрипя, скажем так, зубами, но они открыли садик. Сейчас садик там функционирует. Вот. То есть это говорит о том, что нужна инициатива, должна инициатива исходить. Потом есть такой момент, что в последнее время, вот после того, как языковой конфликт произошел, участились у нас в республике обращения в органы власти на башкирском языке. Вот здесь сидит у нас Фаиль Алсынов, председатель нашей организации Башкорт. Он, когда его судили за якобы митинг, он специально сказал, что я хочу, чтобы суд был на башкирском языке. То есть они были вынуждены, приглашали переводчика. Весь этот процесс у нас был на башкирском языке. То есть мы все запросы сейчас стараемся тоже и, можно сказать, призывать, надо именно, чтобы вот на национальных языках республик, чтобы в органы власти запросы были на родных языках, то есть на тех государственных языках. То есть таким образом они будут вынуждены набирать к себе в штат людей, обладающих языком, чтобы они могли переводить и отвечать на этом языке. То есть вот это вот очень важно, и таким образом мы сможем как-то сдвинуть вот это вот положение сегодняшнего. Побольше судиться, значит, надо. Вот это хотел сказать. Спасибо. Я сейчас очень рад предоставить слово замечательному человеку, моему другу, бескомпромиссному борцу за права людей, человека, которого боятся все хозяева всех зон России, а вся псарня трепещет при его имени. В общем, все злодеи сразу прячутся, а именно Андрею Владимировичу Бабушкину. Андрей, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, возможно, вы знаете, что 2 месяца назад Совет прав человека провел свое заседание в Башкортостане. Что мы увидели? Мы увидели, коллеги, следующую картину. Если брать языки,
что из 1 миллиона 584 тысяч человек, причисляющихся башкирскому народу, уже 9 лет назад своим языком владело всего лишь 977 тысяч человек, то есть 65%. Сегодня эта цифра еще меньше. Когда началась борьба за так называемое добровольное изучение родного языка, в ряде школ Уфы было просто прекращено изучение башкирского языка. У меня есть номера школ 3, 39, 91 и другие. Якобы он не перспективный, и якобы родители против этого. Мы столкнулись, коллеги, с тем, что хотя, казалось бы, целый миллион людей говорит по-башкирски, но с учетом тенденций сокращения применения башкирского языка в различных сферах, ЮНЕСКО еще 8 лет тому назад отнесло башкирский язык в статус уязвимого. Заметьте, у нас есть языки, где 60 тысяч носителей, и они уязвимыми не являются. Почему? Там, где была высокая за 100 лет, ни на одного человека не сократилось количество носителей языка. А вот башкирский, что башкиры, насколько я помню, 4-й или даже 3-й по величине народ России, он оказался в таком вот рода сложном положении. Что рекомендовал тогда Совет? Первое, это правительство Республики Башкортостан разработало республиканскую программу башкирского языка, направленную на рост удельного веса населения республики, не только башкир, но и других народов, кто владел башкирским языком. Поддержать развитие Википедии на башкирском языке. Напомню, коллеги, что по количеству статей Википедия на башкирском языке находится на 90-м месте. Стремится применять башкирский язык как государственный язык республики в сфере делового общения и создать странички органов государственной власти на сайтах. Здесь, коллеги, даже обращения не надо. Здесь достаточно, что просто направление было в прокуратуру, прокурор обязан принять меры прокурорского реагирования, обнаружив, что отсутствует страничка на государственном языке, и потом в течение года она должна быть. Ну и, конечно, мы касались других также народов, которые живут в Башкирии. Мы предложили создать в Бултачевском районе национальный историко-культурный, поддержать выпуск СМИ на мордовском языке, рассмотреть возможность создания Марийского театра. Башкортостан – это субъект, где вторая община за пределами Мордовии. Конечно, нас очень сильно коснулись, взволновала позиция федерального законодателя. Мы рекомендовали ему дополнить частью 5 значком 1 статьи 11 Федерального закона об образовании положением о дополнительной государственной поддержке преподавания исчезающих языков коренных народов России и языков, находящихся в уязвимом положении. В Башкирии, коллеги, ситуация оказалась прямо противоположная. Казалось бы, язык исчезает, а между тем количество бюджетных мест для подготовки учителей родного языка за 10 лет сократилось в 2,5 раза. И здесь не только общественные активисты, здесь уже государственные служащие, которые лояльны властью, они бьют в колокола, видя, что язык просто на их глазах исчезает из повседневной сферы общения. Минобразованию Башкортостана мы рекомендовали обеспечить подготовку специалистов для преподавания родных языков и на родном языке, восстановить языка в всех образовательных учреждениях, мы перечисляем эти учреждения, не допускать перевода обязательного преподавания родного языка на факультативную основу и не допускать до 1 часа преподавания родного языка в ряде средних специальных учебных заведений. Минобороны количество бюджетных мест для подготовки специалистов по отечественной филологии, увеличить количество бюджетных мест для подготовки специалистов по 42 до 75 часов. Почему, коллеги, это касается Башкортостана? Просто в качестве примера я могу вместо Башкортостана сказать, например, про Бурятию или про, например, Кабардино-Балкарию или про Адыгею, и, к сожалению, все это было актуально. За последние совершен ряд действий, повлекших дальнейшее ухудшение ситуации с языком. Дальше ухудшать ситуацию некуда. Каждую неделю в мире исчезает, то есть год исчезает 50 языков. На наших глазах за последние поколения фактически исчезли 2 языка. Это язык бабелских самов Аккола и сегодня Аккола пытается одна семья, Аккол пытается его ревитализировать, то есть восстановить его не с нуля, а с минуса, с минусовой ситуации. Югский язык был один всего-навсего носитель этого языка.
уничтожения. И находится 40 языков. В уязвимом положении, это на территории России, находится 35 языков. Даже после того, как мы настойчиво требовали просвещения, увеличить изучение национальных языков, в 2018 году языков больше, чем в начале 2017 году. Тем не менее, до сегодняшнего дня таких языков изучается только 76. Сколько языков не изучается? Мы не можем ответить на этот вопрос. Мы не знаем, сколько языков в России. Вот сами они говорят на 5 диалектах одного и того же языка, или это отдельный язык? Ну, судя по исследованию, 5 отдельных языков, разделившихся друг с другом около 700 лет тому назад. Тувинцы-черехольцы – это диалект или это отдельный язык? Ну, тувинцы из Кызыла жители Черехольского района просто не понимают. Там разница между языками больше, чем между русским и украинским. Я не знаю тувинского языка, я ссылаюсь на то, что мне люди рассказывают, понимаете? Аинский язык, он сегодня существует или нет? Хотя президент, вы, может быть, знаете, когда я выступал на встрече с президентом, поддержал, говорит, да, давайте признаем айнов коренным малочисленным народом. Тем не менее, до сегодняшнего дня это не сделано. Поэтому промышленники боятся, что айны, будучи признанными народом на своих землях исконного проживания, потеснят их и отнимут у них хорошие участки для поддержки своего народа. И сегодня государство, к сожалению, не на стороне исчезающего народа, а на стороне рабопромышленников. Мы видим, очень большой, а язык не изучается. Иногда доходит до довольно странных вещей. Например, по официальным данным, от 2010 года самый маленький народ Европы, а это Водь, было всего 60 человек. Но по переписи детей, проведенных водскими активистами, одних детей, школьников, желающих изучать водский язык, ну как же так, народ, включая всех стариков 60, а детей... Мы видим, что эти все исследования проводились некорректно. Институт этнографии здесь не выступил союзником небольших, немалых народов. Способы были направлены на то, чтобы доказать, что да, этот народ уже исчез, денег мне выделять не надо, все уже хорошо, они уже в историческом прошлом. И мы с вами сегодня пожинаем, что реальной картины мы не знаем. Ну, вот расскажу вам просто анекдотическую историю. Приезжаю в Новосибирскую область. Ну, я впервые оказался в Новосибирской области. Читаю, что там был такой народ, чатские татары, самостоятельный народ отдельный. Вот мы исчезли, все, вот были и умерли все, ассимилированные. И я в интернете таким образом проблема решена. Они ассимилированы полностью русским народом. Я не помню, какой-то из членкоров Академии наук. Я поплакал судьбу чатских татар. А потом, нет, ну это другой товарищ Тишков, да, он знаменит своими гонениями и на крымчаков, и на караимов, да, это человек внес, к сожалению, потому что я очень его уважал еще 20 лет назад, мы видим, да, что его идея, что такое народ? Народ это просто группа людей, объединившись для продвижения своих идей. То есть, завтра мы объединимся с Максимом Шевченко и создадим народ шевченковцев. А послезавтра нам это надоест, мы там Раскаяр Скандерович, новый народ создадим. То есть сколько хотим, каждый год можно 1065 народов создавать. Просто больше не успеем. Вот идея Тишкова. Опаснейшая идея. Наукообразная человека, который десятилетия определенно. Ну, Господь. И так вернемся чатским татарам. И вот, товарищи, проводим круглый стол, и встает человек, и здравствуйте. Я представитель чатского народа, чатские татары, у нас есть этническая деревня, а вообще у нас носители языка человек 300 есть, а может быть и 500, давайте его изучать, давайте... Вот. Официальная этнография уже похоронила его, а чатские татары все умирают. Но это радостное событие. Я боюсь, что если мы поедем в места компактного проживания югов, мы там не обнаружим несколько десятков замаскированных югов. Я боюсь, что мы в лучшем случае найдем людей, кто скажет, да, мы слышали про каких-то там югов, наши бабушки, дедушки так себя называли, кто это такие, с чем сидят, не знаю. Что коллеги необходимо сделать? Вот очень правильно, что здесь написано в резолюции, я полностью поддерживаю. Здесь итоговый экзамен указать, что по желанию ученика экзамен по его языку, что он сдает, должен учиться в баллах ЕГЭ.
Второе. Надо указать, вернуть количество бюджетных ставок по изучению, по обучению преподавателей родного языка и на родном языке не может быть ниже уровня начала 2000-х годов, выше на доброе здоровье. Но мы должны взять планку, когда начали сокращать, примерно 2005 год. Вот, пожалуйста, было 80, было 208. Третье, это развитие, вот правильно здесь проговорили, детских дошкольных учреждений с обучением на родном языке. Далее, это специальное выявление в городской среде потребностей для изучения своего родного языка. Понятно, что в городе, где там, например, ну где-нибудь приезжаем там, куда-нибудь, там, не знаю, там, в Самару, там живет, там, по-моему, 15 тысяч башкиров возьмем, да? Они Россия, написано, город, это большой город. Мы не можем их вселить в одно место и направить детей в одну школу. Мы можем способствовать созданию воскресной школы. Мы можем создать школу с этническим компонентом башкирского языка, башкирской культуры, куда будут родители привозить своих детей, да? То есть там, ну, это должно все иметь государственную поддержку. Очень важной проблемой, коллеги, является проблема учебника. Новый закон об образовании сказал, каждый учебник необходимо направить на, его надо аккредитовать. Чтобы его аккредитовать, надо провести 5 экспертиз. Стоимость этой экспертизы примерно 1 миллион рублей. Ну, если Башкортостан и Якутия как-то еще могут найти там 50 миллионов на 50 учебников, то мы понимаем, например, уже Адыгеи или, например, там, не знаю, для той же Тувы, эти деньги довольно-таки крупные, лучше они на эти деньги детский садик построить, чем будут аттестовать учебники. Поэтому здесь необходимо ввести, хочет государство учебники аттестовать, за доброе здоровье, за государственный счет, выделить бюджетные средства и спокойненько хоть каждый день их переаттестовать. Если заняться вам нечем, по какому счету палаты, Следственный комитет не придут и не попросят вас объяснить, куда там эти деньги ушли. Но возлагать через субъекты является совершенно неправильно. Далее, товарищи, необходимо, конечно, всюду разработать программу повышения привлекательности языка. Эта политика в ряде регионов ведется. Ну, например, меня очень вдохновило то, что я видел в Удмуртии, то, что сделала Лариса Ивановна Буранова, министр национальных отношений, известный нам с вами под названием ансамбля «Бурановские бабушки». Я думал, что эти бабушки названы в честь села Буранова, они названы в честь Ларисы Ивановны Бурановой, которая политически их создала. Да? Вот, это действительно очень совершенно гениальная работа. Мне очень нравится то, что я видел в республике Коми, где они действительно, даже русские министры уже на заседаниях говорят на языке Коми, и люди, значит, то есть, действительно, хотя товарищи, которые добились, они сегодня, к сожалению, на своем языке не могут говорить, потому что Лефортово на языке Коми не разговаривает. Вот. Тем не менее, их результаты, мне уж трудно сказать, насколько там они действительно страшные или нет. Личное общение с ними в Лефортово произвело у меня очень положительное впечатление, эти люди хорошее впечатление произвели. Но то, что вот они сделали в республике, кем бы они ни были, это действительно очень большой вклад в сохранение национального языка, который практически был на грани вымирания. Да? То есть Коми, прямо, это же угрофинский язык, у угрофинских народов вообще-то все, утрата национального сознания так быстро происходит, как будто вообще их не было. Вот даже возьмем, скажем, с вами тихвинских карелов. Вот все помнят, что в Тихвине жили карелы, в 90-е годы, 50-е годы еще газета выходила на карельском языке, а этнографическая экспедиция 2017 года не смогла найти из 500 опрошенных ни одного человека, который знал бы о том, что там жил народ под названием карелы. Причем опрашивали не кого-нибудь, не приезжих, внуков этих самых карелов опрашивали. Они уже даже память утратили свою национальную. И мы бываем с удивительными вещами, скажем, карелы, эти самые тверские карелы, свой язык знает меньше половины людей. Мы пишем администрации Тверской области, организуйте изучение людьми родного языка. А нам отвечает, а зачем это нужно? А родной язык зачем он нужен? И здесь, коллеги, мы выходим действительно очень серьезную проблему, уже упоминавшуюся. Это проблема ложных ценностей, ложных приоритетов языковой политики. Сегодня от этого уже пострадала Скандинавия. Михаил Александрович Федотов вернулся из Скандинавии, рассказывает, там растет поколение, не знающее норвежского языка, не знающее шведского языка. Они чудесно говорят по-английски, они хорошие, успешные ребята. Но действительно, он говорит, уже можно найти людей, но когда к ним обращается отец на родном языке, он не понимает, он стоит 20 секунд думает, а что ему сказать. Поэтому очень важно для нас с вами в условиях России это развивать традиции позитивного двуязычия. Что такое позитивное двуязычие? Двуязычие возможно в двух моделях. Когда двуязычие является мостиком перехода к одноязычию, отец знает свой башкирский язык,
сын двуязычный, внук помнит на башкирском 10 слов, а правнук башкира, тут такие-то. А Салават Юлаев, да, команда такая есть. Слышал. Понимаете, это одна модель изучения. Или другая модель изучения, когда устойчиво люди с поколения в поколение пользуются многими языками. Мы этот опыт должны изучить. Это опыт армян, опыт евреев, опыт греков. Но самое меня больше поразило, наверное, многие отдыхали в Гоа, в Индии. Там пятиязычный народ. Там носители местного языка конкани, они одновременно знают английский, португальский, государственный хинди и соседний, по-моему, не помню, какой-нибудь тамильский, не помню, какой-нибудь язык рядом. И они на 5 языках разговаривают, пишут, ведут деловое общение. Эти 5 языков активно существуют во всех 7 сферах, от научной до бытовой, понимаете. Этот опыт надо изучать. Почему? Потому что внедрить устойчивый двуязычие очень тяжело. Сегодня, коллеги, опыт успешного сохранения малых языков можно пересчитать по пальцам. Во Франции, например, такого опыта нет. Все языки сокращаются. На бретонском языке сегодня может разговаривать 10%, владеть им 25%. И здесь, как ни странно, нам на помощь приходит Англия. Там уникальный опыт воскрешения уэльского языка. Уэльскому языку, валийскому языку. Ему предсказывает один из 5-6 кельтских языков. Ему предсказывали смерть в начале 2000-х годов. И действительно, он к этому активно двигался, тоже 10% им владело. И когда общественные организации в 80-е годы добились его обязательного изучения всеми учащимися валийских школ, а потом они были включены в итоговую аттестацию, сегодня, как мне рассказывают, кто он был, к сожалению, сам там я не был, можно идти по улице, увидеть надпись на валийском языке, граффити на валийском языке, увидеть молодых людей, которые разговаривают на валийском языке, но не просто на показ туристам, просто вот. Поэтому, коллеги, здесь еще один важный мотивационный момент. Чем для нас является национальный язык? Он может существовать в 2 моделях восприятия носителя. Первый – это элемент национальной гордости. Да, я его очень плохо знаю, да, я не могу там понять, что это бабушка с дедушкой, но я горжусь своим языком, я горжусь, что я его знаю, я горжусь, что в отличие от всех своих друзей русских, я 100 слов могу сказать о своем родном якутском и чувашском языке. Это уже хорошо, в этом нет ничего плохого. Но этого, конечно, недостаточно. Необходимо, чтобы национальный язык владением было потребностью человека, да? Чтобы действительно как потребность есть вкусную еду, потребность общаться с интересными людьми, потребность смотреть интересные программы, потребность пользоваться телефоном. Это должна быть потребность. И здесь, конечно, наверное, без психологов, которые специализируются в этих сферах, нам не обойтись. Ну, коллеги, извините, что долго выступаю. Заканчивая свое выступление, хочу сказать, что вот мы в СПЧ создали, мы не можем создать новую постоянную комиссию, у нас указом президента ограничено количеством 20 постоянных комиссий. Но мы создали постоянно действующую рабочую группу в составе всего 3 членов совета, я ее возглавил по коренным малочисленным народам. Сейчас в году коренных языков, провозглашенным ЮНЕСКО, вы знаете, мы говорили здесь об этом, что это год языков коренных народов, мы в Сургуте в июле планируем провести специальное заседание СПЧ по проблеме защиты и сохранения коренных народов, коренных языков. Очевидно, мы выйдем за пределы этого разговора, очевидно, мы будем говорить не только об языках, но и о медицинском обслуживании. Но уже здесь концентрация будет, скорее всего, малочисленных народов, и о традиционной хозяйственной деятельности. Вот мы пытаемся подготовить это заседание. Пока не все очень хорошо идет, потому что хоть совет человек очень занят, сложно добиться его внимания здесь. Но вот мы эту работу ведем, определили круг людей. Если вы сможете попасть на заседание совета, будем очень рады. Спасибо. Спасибо. Я что 2-5 июля будет проходить международная конференция по языкам коренных народов. Да, июля. Да? 2-5 в Якутске. Так, и, значит, ну, я не являюсь организатором, так, или, так сказать, не участвую в организации, но очень важно, чтобы вы там, значит, присутствовали и рассказали то, что сейчас рассказали. Это было очень интересно. И если меня пригласят, что я приеду, единственное, конечно, помешает, вот Максим Иванович эту радость жизни пережил, а мне сейчас предстоит пережить компания Московскую городскую думу, но я очень постараюсь выбраться. По какому округу? 11-й, свой родной, отрадной. Где мне всегда прокатывают, я всегда занимаюсь. Давай выберем. Не проблема. Демконгресс поддержит. Ну, Максим, если ты скажешь моим избирателям, ребят, что вы голосуете за выбор. Отрадная Марфина Алтуфьевна.
Таджикские районы. Киргизско-таджикский. Я удивился, вот язык в городе больше, чаще всего на улице звучит русский язык. Это город Бишкек. Не, на полусерьезе говорю, причем носителями русского языка являются киргизы. То есть я когда здесь сталкиваюсь с нашими дворниками, думаю, господи, как упало знание русского языка? Ничего подобного не упало. Сюда к нам приезжают ребята из сельских местностей, они просто обезлюдили, 50% сюда выехало. А там вот те, кто городские жители, они чисто говорят по-русски. Причем очень мало мата, очень мало каких-то слов паразитов. Меня совершенно поразило. Подтверждаем, мы тоже видели это, да. Я сейчас... Так, значит, сейчас кому мы даем слово? Игорь Ясин, да? Да, Игорь Ясин. Игорь Ясин, пожалуйста, профсоюз журналистов СМИ на национальных языках. Кадырдай Дуслар, уважаемые друзья, во-первых, я из Татарстана, хотя живу в Москве, и у меня есть пара идей от профсоюза журналистов, которые я представляю. Но сначала хотел в продолжении нашей дискуссии о национальных языках, вот то, что, о чем, может быть, продолжение того, что Артем говорил, кстати. Я в последнее время в дискуссиях о языках, о обязательности преподавания очень часто сталкивался с таким странным очень пониманием. Может быть, мы не очень до конца это понимаем, потому что мы там родились, выросли в национальных республиках, в семьях, где разговаривают на 2, 3 языках и так далее. А люди, с которыми я часто говорил, вот очень, может быть, не совсем явно выражена у них эта мысль, они полагают, как-то очень странно, что все граждане России, они по умолчанию говорят на русском. Да? А вот другие языки, это какой-то вот такой, может быть, приятный дополнение, довесок к их знанию русского, да? И в лучшем случае. Вот. И поэтому, ну, как бы хорошо, но, может быть, и не столь нужно. Включается такой, в таких дискуссиях такой утилитарный, прагматический подход, что, мол, ну, лучше дети пусть английский изучают и так далее, зачем им нужны эти языки. Вот. И очень странное вот это представление, я думаю, что, может быть, этого осознаем, нужно в таких дискуссиях на самом деле убеждать людей и говорить, что ситуация реально совсем другая, что есть миллионы людей, которые говорят на другом языке, что их родной язык другой, не русский. И вообще-то, в принципе, они никому не обязаны знать этот язык. Вот. И некоторые не знают, что до последних лет существования Советского Союза русский не был официальным даже в советское время, в Советском Союзе формально. Вот. И я это к чему веду, что вот право на язык, на использование своего языка в общении, на его развитие, на общение, коммуникацию с государством, с государственными органами, это не просто право, там, не знаю, как коренных народов, национальных меньшинств и так далее. Это право любого, неотъемлемое право любого гражданина. Это его неотъемлемое демократическое право. Вот. И это право должно быть обеспечено, конечно, кроме нас, обеспечено на уровне государственном. Да? Вот. И здесь, конечно, уже нужно говорить о тех ресурсах, которые требуются, да, для того, чтобы это право было обеспечено. Вот. И как этого добиваться. Я просто вот эту, может быть, простую, банальную для кого-то мысль, но для многих людей, как оказывается, она совершенно оказывается такой не банальной и какой-то новой, может быть, да, что это демократическое, неотъемлемое гражданское право людей говорить, использовать свой язык, в том числе в коммуникации с государством. Вот. И об остальном не буду, потому что это долго можно говорить. Об обязательности я полностью за то, чтобы изучение было в той или иной степени обязательным. Там можно говорить о разных системах, о разных подходах, о разных, может быть, уровнях знаний.
языка, но он должен быть обязательным просто потому, что это даже с прагматической, утилитарной точки зрения это важно. Может быть, человеку в Татарстане не пригодятся знания астрономии, тригонометрии, еще чего-то, но знание татарского языка хотя бы базовое нужно будет, если он не будет жить за пределами Татарстана. Вот. И по поводу профсоюза у меня возникло две идеи. Мы профсоюз небольшой и новый достаточно, но мы уже второй год подготовили такие доклады об угрозах, с которыми сталкиваются журналисты и СМИ. Вот. Как профсоюз журналистов наша цель защищать не только права и интересы журналистов в первую очередь, но также и свободу слова. Вот это никуда не деться, а в наших условиях тем более. Да? Вот. И мы готовим такие доклады, вот недавно, в мае, тоже новые готовили за прошлый. И здесь у нас есть отдельные подпункты или такие отдельные прав журналистов в отдельных регионах. Вот второй год, и в том числе речь крымско-татарских граждан, вот, и других вопросах. И я призываю, просто это важно для наших национальных республик, во всех регионов. Свобода слова и свобода, права журналистов важны, и поэтому нам важно получать информацию из первых рук от вас. Кто-то связан со СМИ, так или иначе. Получать такую информацию важно. Возможно, будет какой-то отдельная часть, посвященная там, не знаю, отдельным регионам, отдельным республикам и так далее. Вот. И следующий момент тоже очень важный. Эта идея может быть еще сырая, которую я хотел бы, чтобы она нашла отклик у вас и чтобы она получила воплощение. Это идея некого, может быть, обзорного исследования, подготовки некого доклада о состоянии положения СМИ на национальных языках. Потому что, насколько я понимаю, очень разное состояние. Там, Татарстан — это одно, не знаю, Карелия, безусловно, совсем другое. СМИ на языках малочисленных народов севера — третье, да, Чечня, кстати говоря, четвертое. Вот. Ситуации очень отличаются. И было бы очень интересно показать какую-то вот картину примерно, да, о том, в каком состоянии мы находимся. Я могу ошибаться, может быть, вы меня поправите, но, по-моему, ничего подобного нет до сих пор. Может быть, есть какие-то исследования по отдельным регионам. Вот. Хотелось бы, чтобы это была какая-то у нас картина в этой сфере тоже понятно более-менее. Вот. Этот доклад был бы полезен и нам, и мы могли бы его там перевести, скажем, и на каких-то международных площадках тоже обращаться к этому докладу, использовать его. Вот. Это как бы две таких идеи, есть и другие, но можно потом, наверное, обсудить. Вот основное, наверное, вот в этом. Потому что сфера СМИ, медиа, сфера — это для выживания национальных языков, для их поддержки, развития. Это тоже очень важно, безусловно. Об этом не надо забывать. Вот, все, спасибо. Спасибо Можно пару огромное. слов сказать? Попросить слово. Сейчас я хотел предоставить слово нашей уважаемой и дорогой гости из Адыгеи, на имени Пляшевой, пожалуйста, государственному ученому, которая изучает уже очень плодотворно, давно ту тему, о которой мы сегодня так болезненно и с тобой больше говорим. Пожалуйста, Наима, прошу.
Спасибо большое за приглашение. Все, что говорят уважаемые коллеги, для меня очень важно. Но я хотела бы говорить об этой проблеме как историк и говорить о ней как историк, который занимается историей черкесов. И поддержать вот все, что говорил уважаемый Дамир, для меня это очень важно и откликается для меня в моем сердце. Дело в том, что вот май месяц для черкесов очень тяжелый, потому что каждый год 21 мая мы вспоминаем тех людей, которые погибли, защищая свою родину. Это официальный день календаря в региональных республиках, 21 мая, день памяти и скорби. И окончание Кавказской войны для черкесов имело особый трагический результат, поскольку 94-96% населения оказалось депортированными и рассеянными в Османской империи. Историки говорят, что свою историческую родину 800 тысяч человек, однако, видимо, если мы будем учитывать не только официальные данные, зафиксированные в архивных источниках, но и неофициальные, то это, конечно же, гораздо больше. Сегодня черкесы проживают в 52 странах мира, и историческая память об этой трагедии переселения, трагедии утраты исторической родины, я думаю, вы прекрасно понимаете, как специалисты, что это речь идет о территории, да, речь идет о ломке всей картины мира, потому что, теряя территорию, человек теряет свой сакральный ландшафт в том числе. И эта память жива, и она проявляется в том числе в очень трагичной, страшной песне. Это не песня, скорее, это плач людей, покидающих родину, которая называется